Всем привет, дорогие друзья! Мы приветствуем вас на телеканале Якутия-24. Вы смотрите очередной выпуск программы «Мы вам покажем». Сегодня я решила посетить ботанический сад Северо-Восточного федерального университета. И неспроста. Ведь сегодня мы поговорим с вами о посеве. Действительно, дачный сезон не за горами. И для тех, кто хочет получить урожай хороший, ранний, возможно, или, возможно, в срок, именно для вас сегодня выпуск этот будет полезен. И рядом со мной находится агроном ботанического сада, который сегодня нам любезно расскажет, как правильно нужно садить, во-первых, перчики, во-вторых, как уже нужно пересаживать рассаду, которая находится позади нас, это земляника, а еще будут у нас советы по пересадке именно помидорчиков. Вот такой интересный выпуск. Здравствуйте! Здравствуйте! Ну, начнем мы, конечно, с перчиков, да, самых, потому что сейчас на дворе у нас февраль, и это время для посадки перца. Да, с 25 февраля до начала марта сроки посадки перцев баклажан идет. Но я буду рассказывать сегодня только про перцы. Ну, во-первых, начнем с земли. Готовим грунт мы с осени. С осени мы приготовили грунт. Это мы взяли две части дерновой земли, одну часть песка, одну часть перегноя, одну часть листовой земли. Все это смешали, затарили в такие большие мешки и заморозили. Весной мы это дело все занесли. Вот так вот выглядит земля, которую мы занесли, отогрели. И сейчас в эту землю мы должны добавить овощной универсальный грунт для овощей на основе торфа. Торфа, да? Он продается в любых магазинах, да? Да, он продается в любых магазинах. А в каком соотношении мы должны? Это делается на глаз. Здесь, допустим, у нас литра 10, а почва у нас литра 5. Ага, это мы все дело смешали. Хорошо. Тщательно надо перемешать для того, чтобы хорошо перемешалось, и у нас почва получится воздушная, легкая, мягкая, очень питательная. Если вы собираетесь сажать перцы в большом количестве, то я рекомендую взять вам вот такой вот рассадный ящик. Обязательно он должен быть с дренажными отверстиями, для того, чтобы лишняя вода могла выходить и не застаивалась, и почва не закисала. Затем мы берем вот такой вот керамзит. У кого нет керамзита, можно воспользоваться песком или же мелкой галькой. Опять же, можно разложить на дно. Мы все делаем правильно, поэтому мы используем керамзит. Да? Вот мы засыпали на дно. Теперь мы должны вот эту готовую смесь нашу затарить в ящичек. В ящике у нас уже будет все лежать очень хорошо. У вас сейчас сезон такой активной работы, да? Скоро же к вам все поедут за рассадой, да? Полгорода к вам приедет, наверное, да? Как раз таки. Да, вот сад ЦФУ занимается продажей рассады, цветочных культур, овощных культур. Можете приезжать и брать. Да, мы часто приезжаем. Ну все, вот почва у нас, правильная почва есть, керамзит у нас засыпан. Дальше? Дальше мы должны слегка утрамбуем. Обратите внимание, как это делает Любовь Васильевна. Она взяла вот такие блюдечко такое и вот так утрамбовывает, не ручками. Утрамбуем и начинаем ее обеззараживать. Обеззараживаем мы почву очень просто. Допустим, мы обеззараживаем просто. Мы берем раствор марганцовки из расчета 10 литров. На 10 литров 3 грамма марганцовки. Этим раствором уже мы должны хорошенечко это все побрызгать. То есть только верхний слой, да? Не надо перемешивать опять заново? Нет, верхний слой. Так, опять же можно вместо марганцовки использовать другие способы. У нас есть очень хороший способ, это пропарка. Пропарка кипятком. Потом можно прокалить землю в духовке. Получается, там время
проколки 40 минут при 90 градусах. То есть мы вот этот ящик ставим в духовку? Нет, это уже должно все делаться заранее. Это все делается заранее, это я вам просто рассказываю по то поводу, как варианты, должно да, быть. есть такие? Да, или же можно обрабатывать очень хороший препарат, есть, называется фитоспорин. Он для профилактики и лечения грибковых и бактериальных заболеваний, фитофтороз, корневой гнили, парши и так далее. А то есть мы также опрыскиваем, да? Тут действуем только Инструкция. строго по инструкции. Да, это паста, ее надо разводить водой, ну тут в инструкции все ясно. Вот. А если сравнивать, вот вы же агроном опытный, да? Что лучше-то? Марганцовка, вот этот фитоспорин, или же прокалка, или же обработка кипятком? Ну, в принципе, все способы Хорошо, да? действуют. Ну, а вы чаще используете? Мы чаще всего используем Марганцовку. Хорошо. Это делается заранее, имейте в виду, это просто на камеру так показываю, что это так надо делать. Потом мы начинаем делать бороздки. Бороздки мы делаем очень аккуратные, не глубокие. Расстояние между бороздками должно быть 2 сантиметра. Вот так вот. Ну, ясно, да, вот это вот вся... Ну, давайте я доделаю. Будет То есть они не должны быть глубокими. не глубокие, 2 сантиметра. 2 Этого сантиметра. достаточно. Потом мы берем семена и уже семена вылаживаем тоже на расстоянии 1 сантиметра, полсантиметра. Главное, чтобы у нас не была загущенность посева. Иначе? Иначе, естественно, если посев будет загущен, они будут друг другу мешать при росте, когда рассада уже будет большая. Тогда надо будет ее или продергивать. А вот на вашем личном опыте, да, многолетнем, какие-то вот такие советы, связанные с перцем, или, допустим, миф какой-то миф бывает такой, что типа, ну вот, допустим, так делали всегда, а сейчас так не делают. Ну да нет такого. Все классика, да? Да, конечно. Ну вот представьте, что это мы все уже посеяли. Да. И потом мы должны это дело обязательно присыпать. Присыпаем мы не больше 1,5 сантиметра, почва должна быть присыпанная. Ага. Потом это, опять же, мы проливаем его, проливаем аккуратнее, для того, чтобы сильно, как я говорится, чтобы семена не всплыли обратно. Вот так вот проливается у нас. Теперь не забываем ставить этикетки. Этикетка – это очень важная часть. На этой этикетке нужно написать обязательно сорт, дату и сколько штук, допустим, сколько грамм вы посеяли. Это для вас лично. Ставим ее, чтобы она пока нам не мешалась. Можно купить готовые этикетки, но у нас просто вариант Делается вот так. более экономный. Да. Берут пластиковую вилочку, на ней написали. Ножик. Да, ножичек, вернее. Берем пластиковый ножик, написали здесь карандашиком и вот так вот сделали. Небольшие советы, да? Так, Да, хорошо. для того, чтобы хорошо писалось, надо будет по гладкой поверхности пройтись немножечко наждачной бумагой, обыкновенным карандашом пишется. Если что, это все убирается, и на будущий год опять же можно использовать. Они многоразовые. Вот и такие лайфхаки, так сказать, да? Так, хорошо. После этого мы прикрыли стеклом или же пленкой и поставили в теплое место. Не обязательно, чтобы на него сейчас, не обязательно, чтобы все светлое было, просто в теплое место, температура 25 градусов. При 25 градусах через 10-12 дней появятся первые всходы. Когда появятся первые всходы. Периодически мы не забываем проветривать, убирать конденсат для того, чтобы не застаивался. А как часто нужно проветривать? В день несколько раз, по идее, получается. Хорошо. Конденсат все равно каждый раз будет выделяться. Так что- А может быть, вы дадите советы нам, какие вот перчики вы любите садить, которые вот уже прошли проверку, так сказать, в наших северных условиях, да? Вот, да, про перцы, про сорта перцев. Сортов перцев очень много, но в нашем регионе всегда используются ранние сорта, суперранние сорта бывают. Очень хорошие сорта, вот надо выбирать именно по срокам посадки. Вот аннотации на каждой пачке бывает. Надо обязательно проследить, прочитать,
что вам подходит или нет. Желательно не брать поздние сорта, потому что они в нашем регионе не успеют. Ну вот здесь прям написано раннеспелый, да? Да. Ультраскороспелый. Да. Вот, видите? Здесь у нас сорт Джульетта, сорт Зорька, подарок Молдовы, есть ласточка, есть очень хороший сорт ласточка, богатырь. Вот эти вот сорта в основном, да, и чаще всего спрашивают. Да, дачники записываем. Самые популярные сорта перца сладкого. Мы их перечислили. Вот здесь я вижу у вас еще какие-то есть полезные вещи. Что это? Перед посевом перцев можно обрабатывать семена разными стимуляторами. Очень хорошие стимуляторы сейчас везде продаются. Вот это вот HB, он стимулятор японского производства. Да, очень хорошо укореняет, вырастает, очень урожайно получается. И они, главное, болезнеустойчивые получаются, когда они уже обработаны без стимуляторами. А мы этими стимуляторами обрабатываем сами семена или почву? Нет, сами семена. Тут тоже действуем по инструкции. Тут буквально по капле, по 1-2 капли, там тоже определенное количество воды. Кто-то там просит, какой-нибудь стимулятор просит больше? 250, кто-то пол-литра просит. Да. Это надо тоже смотреть в аннотации. Но вы советуете? Да, мы советуем вот использовать, если вы хотите получить более крепкую, хорошую рассаду с богатым урожаем в будущем, используйте, пожалуйста. А это тоже виды, да? Да, это циркон, экстрем, это то же самое, да. То же самое, тоже стимуляторы. Вот так. То есть хотим хороший урожай, лучший стимуляторы нам нужны, и марганцовка нужна. Да, конечно. И все. И в принципе уже через который срок у нас уже будет появляться? Через 10-12 дней у нас начнут появляться первые всходы. Когда появляются первые всходы, мы убираем наше покрытие. Ставим мы под фитолампы. У кого нет фитолампы, ставим на подоконнике, только не на яркие прямые солнечные лучи. И ждем уже потом. Да, и периодически ждем, когда у них появится 3-4 настоящих листочка, отсюда уже надо будет делать пикировку вот в такие вот горшочки. Горшочки, конечно, уже будут более, показываю, да? Да, пикировка. Каждую рассаду надо будет по отдельности пикировать в такие вот горшочки. И в таких горшочках рассада уже будет стоять вплоть до высадки на постоянное место. Поэтому надо будет смотреть, следить. Если рассада пожелтела, значит обмельчала, значит надо ее подкармливать. Делаем подкормку через 10 дней после пикировки первый раз. Мы используем азофоску. Азофоска у нас гранулированное удобрение, содержание азота, фосфора и калия, у него одинаковое количество. Делаем раствор 10-12 грамм на 10 литров воды. Это 1 столовая ложка, тщательно размешивается вначале в малом количестве воды, а потом разводится до 10 литров и подкармливается под корень. То есть рассаду, ну не вот в этом ящике, а когда уже рассаживается. Когда уже распикировано. Запоминаем, дорогие друзья, отсюда-то уже когда пересаживаем, распикировали, и уже подкармливать будем нашу рассаду вот таким. Но только в случае, если она желтенькая, да? Да, ну нет, да, смотреть надо. Да. То есть просто так этого не надо добавлять? Нет, если рассада жиреет, если она хорошая, крепенькая, то пока не надо. Не надо. Теперь покажу другой способ посева перцев. Если вы сеете малое количество перцев, то, конечно, можно использовать вот такие контейнеры. Тоже обязательно делаем дренажные отверстия. Потом на донышко мы засыпаем где-то 1,5-2-3 сантиметра земли. И уже вот у нас намокшие, очень хорошо пропаренные торфяные таблеточки. Тоже продаются в магазинах, да? Тоже продаются их в магазинах. Можно. А в чем их плюсы? Корневая система тут у них получается целее.
И точно так же мы в каждую таблетку по одной штучке начинаем садить уже, да, простимулированные, просушенные, вот таким вот образом, перцы. Но дело в том, что корневая система у него будет сильнее, но в этих таблетках она не может расти долго. Она все равно у нас перерастет, и надо будет тогда пересаживать уже в более большие стаканчики. В стаканчиках есть большие отверстия, вот такие вот, да? Они нам не нужны. Мы берем вот такую вот тоненькую газетку, стелим на дно, засыпаем тоже грунтом. Пролили, сделали вот такую вот пошире отверстие и аккуратненько вставили стаканчик, прикопали. Тут у нас уже будет расти росточек. Вот таким вот образом это все должно расти. Тогда уже растение будет спокойно стоять до высадки. Садим на постоянное место. Перцы мы в начале, если в теплице садим, то, конечно, в начале июня. Почва в теплице должна у нас прогреться до 15-17 градусов. Если мы садим в открытый грунт, то надо смотреть только после возвратных заморозков. Возвратные заморозки – это то, что у нас называется, как бы лето наступило, мы все рады, потом раз, какого-то числа у нас получается большой заморозок один день, и у нас все опять погибло. Надо переждать этот момент. Вот так. То есть обращаем внимание на это, дорогие наши садоводы, огородники, да. Ну, с перцем мы, в принципе, разобрались, да, несколько вариантов посадок, рассады мы с вами обсудили. Давайте поговорим с вами все-таки, вот я вижу, помидоры у нас есть, да, у вас некоторые советы по пересадке именно рассады помидорной, да? Вот часто дачники садят вот в таких вот маленьких коробочках расти помидоры, не только помидоры, вообще все, да, но помидоры бывает, что они очень быстро перерастают, поэтому я покажу сейчас способ, как правильно и более безболезненно сделать пикировку. Помидор у нас должен быть обязательно слегка подвядший, видите, что он слегка подвядший. Почему я говорю, он должен быть таким? Потому что слегка подвядшие помидоры, они очень хорошо, пластичные они, очень хорошо закругляются. Корень у них, посмотрите, хорошенький, ничего страшного, если... Некоторые садоводы даже рекомендуют обрезать, подщипать все эти корешочки, но мы этого не делаем. Мы просто вот так вот берем, аккуратненько скручиваем. И прям по семидольку мы ее садим туда. Обязательно мы ее проливаем. И вот таким образом у нас помидор уже спасен. Получается, он уже не такой переросток, как вот здесь это получилось, вот такая вот. То есть вот эту длинную ножку мы избавились от нее, она не нужна, да? То есть мы его саживаем туда до первых листиков? Мы его согнули. Закрутили, согнули, и до первых листьев мы его туда... Это называется первые листья, семидольные листья. По семидольку прям ее закопали. По семидольку. Вот так. Это правильная пересадка вот той самой рассады, да? Да, потому что бывает, что некоторые садят, вот как только ее вот так вот вытащили, и таким же образом буквально чуть-чуть корень закопали, получается, что рассада стоит, корневая система у нее получается все равно маленькая, а при вот в такой вот пикировке, поскольку ствол у нас загнутый, получается, боковых корней больше получается, и растение получается крепче. Крепче, вот так. Хорошо, вот такой простой совет, я думаю, пригодится многим нашим телезрителям. Что касаемо земляники, я уже вижу, вот там у вас стоят такие короба с земляникой. Земляника у нас тут посеянная 25 января. Через месяц, вы как видите, она у нас вот такая вот красивенькая. Очень красивенькая. Пора ее уже тоже пикировать. Опять... Это вы уже в январе о ней позаботились, да? Да, посев был в январе. Советы по пикировке земляники. Да,
Тоже, ага, взяли в этот же горшочек, уже делаем не сильно глубокую ямочку. Ага. Аккуратненько. Вот, аккуратненько, аккуратненько. достаем. Сколько их должно быть? По одной штучке. По одной? Да. Вот это одна. Тут их две. А, Так, смотрите, вот я аккуратненько их разделила. Чуть-чуть можно обтряхнуть, и вот такая. Сразу видно, да? Вот. Видно, да? А их обычно там всегда, да, вот по 3 веточки или не всегда? Где-то бывает 4. Да, бывает 4, это просто я показываю. Мгм. Ага. Что? Горшочек мы тоже слегка польем. Земля быстренько входит. И самое главное, точку роста мы у земляники, вот как помидор, мы сильно не заглубляем, а наоборот оставляем точку роста наверху. Потому что если мы заглубим точку роста, то мы практически убьем эту рассаду. Ну, вот так. Надо смотреть. И опять же ее ставится это все дело потом под фитолампы. Фитолампа. Вот здесь у нас есть, ага, да? Есть. Вон они стоят. Я расскажу немножко про фитолампы. Мгм. Расстояние от поверхности от поверхности почвы до фитолампы должно быть 20-25 сантиметров. Фитолампы, они не должны гореть круглосуточно, у них есть рассада должна подсвечиваться 14 часов. Мгм. Этого времени достаточно для их роста. Мгм. Я сейчас покажу вам таймер, который можно приобрести в любом магазине электротоваров. Очень хорошая штучка, цифровой таймер. Он ставится в розетку, фитолампа сюда вот тоже подключается. И вот здесь вот программируется. А, то есть оно само включается, выключается, да? Да, программу ставим на какое время оно само будет включаться, выключаться. Хотите там понедельник, вторник, среда, четверг. Это очень хорошая умная штучка. Вот так вот. Название я не Видите? покажу, а Да. просто покажу, что есть вот такая вот штучка. То есть полезная вещь в быту, да, обязательно результат получите, да, не надо будет контролировать, ходить, сколько часов у вас включена лампа, Да. да? Лучше Да. приобрести вот такой таймер, да? Да. А вот, то есть с одной вот такой коробки, это же сколько кустиков земляники, да, будет? Много. Много. В этом году много. Очень удобно, кстати говоря, и выгодно. Я хочу дать советы по выращиванию крупноплодных помидор. Даже возьмем помидор всеми любимый бычье сердце. Для того, чтобы получить крупный плод бычьего сердца, мы должны иметь в виду, что куст надо формировать правильно. При правильной формировке куста мы тогда только можем получить очень крупные плоды. Самое первое правило – это удалять все нижние листья и пасынки, которые будут расти до раздвоения ствола. Бычье сердце у нас идет в 2 стебля. Самое главное, мы должны удалить первую кисть, не жалея удаляем, потому что плоды начинают у крупноплодных сортов расти со 2-й, 3-й, 4-й кисти. Ну, а для тех, кто, вот, допустим, не знает, что такое кисть помидорная, да, вот от которой вы сказали, первую можно смело отрезать, для того, чтобы получить крупные плоды того же бычьего сердца, да, то визуально они как-то выглядят, это как... Все знают, что такое помидорная кисть. Помидорная кисть – это кисть с бутончиками, со цветочками, потом с них уже будут расти помидорчики. Мгм. Ну, то есть ее смело можно отрезать первую. Первую надо удалить. Мгм. И только в этом случае будут крупные плоды. Со 2-й, 3-й, 4-й кисти получается уже помидор. То есть если первую оставим, то... То все равно она будет расти, но она не будет такая крупная, как мы хотели. Понимаете, она будет обыкновенная. Еще один совет, который нужно запомнить дачникам. В начале августа надо приостановить рост у помидоров. Это значит, мы должны убрать все макушки, точки роста, для того, чтобы верхние кисти успели до конца сезона налиться и стать нормальными полноценными плодами. А, вот так. То есть рост останавливаем, да, и оставшиеся кисти вновь получим плоды, да, из них? Конечно. Вот так. То есть запоминаем, это в начале августа В делается? начале августа, да. Вот так. Ну, то есть, смотрите, в принципе, по рассаде с помидорами мы все понимаем, как пересадили, советы дали, про крупноплодные поговорили. Про земляничку не забудьте, попробуйте, гляньте, сколько может получиться из нее, да?
рассады. Очень, очень выгодно и удобно. Ну и, конечно, про болгарские перчики сегодня мы как смогли, так и дали все полезные советы, да? Спасибо большое, Любовь Васильевна, что поделились с нами полезной информацией. Ну и, конечно, работа здесь у них в ботаническом саду кипит, да? У вас Только начинается. только начинается. Здесь, Еще много посева будет, еще много потом пикировки. Очень. ну вы представляете, только одну землянику пикировать сколько придется, гляньте сюда. А их несколько еще. Вот так вот, да. Ну что, хороших вам рабочих будней. И, конечно, вся столица ждет вашей рассады. Да. Многие, конечно, не хотят возиться с этим, да, делом и просто приезжают и покупают уже хорошую, здоровую рассаду в ботаническом саду. Пожалуйста. Дорогие друзья, конечно, если вдруг, нет у вас времени, возможно, вот заниматься этой пикировкой, этой рассадой, вы всегда можете посетить ботанический сад, где уже совсем скоро начнут продавать вот эту хорошую, здоровую рассаду, и, возможно, на ваших участках появится самый лучший урожай 2022 года.